Хочу сказать, что я сейчас жива, стою перед вами. Но это только по милости Божьей. 7 лет назад я умирала в больнице. Хочу рассказать, как все начиналось. Вообще в школе была отличницей. Хорошо училась. Хотела побыстрее стать самостоятельной, поехала учиться в другой город, у меня появились новые друзья. И, периодически выпивали. Запах спиртного мне вообще не нравился. На следующий день пахнет тоже там. И потом, появилась возможность, попробовала героин. Поняла, что это вообще было то, что я искала в жизни. Пока молодая, все нормально, все складывается, я еще успею выйти замуж, у меня будет семья, а пока можно все в розовом цвете. Мама узнала через пару лет и отправила меня в Питер к своей сестре, начинать новую жизнь. Там у меня опять все сложилось, но опять наркотики, я нашла их, скорее всего. И 20 лет мне поставили диагноз ВИЧ-инфекцию. Это вообще перевернуло все мои планы. Я собиралась родить ребенка, еще что-то, на этот момент, в тот момент мне казалось, что моя жизнь закончилась. Если у меня никогда не будет семьи, вообще я буду жить одним днем. И раз уж я наркоманка, то, одним днем и все. Так продолжалось несколько лет. У меня 2 судимости, несколько раз меня убивали там. И в 26, когда мне было, я заболела пневмонией. Я не обращала внимания вообще на себя. Выходила с температурой где-то полгода. Мне было 39. И когда потом все-таки обратилась в больницу, то было уже поздно. И в этот момент, когда я лежала, в одиночной палате, напротив была реанимация, никого не было. И врачи поставили мне 5 смертельных диагнозов. То есть мне откачивают жидкость с легких. У меня не выдерживает сердце. Начался цирроз печени, и, все это ВИЧ, и пошли туберкулезные очаги, открылись. Врачи позвонили моим родителям, сказали, что я умру, все бесполезно. И в одиночестве, в палате ночью просыпалась, мне казалось, что надо мной кто-то стоит, фигура в черном балахоне, мне было очень страшно. Прям каждый день я ждала, что смерть, она сейчас придет. И, я бросила курить, но этот момент, когда фигура эта приходила, я выходила, вышла один раз, смотрю в черное окно, такая, закуриваю сигарету и думаю, Бог, зачем я жила? Мне сейчас 26 лет, у меня нет ни семьи, ни детей. Я никому не нужна, меня родители домой вообще не пускают. Там, кого-то что-то, я сейчас умру, и все. И такая, Бог, если ты есть, ты исцели меня, я поеду в центр реабилитации, буду тебе служить. И, может быть, это было искренне. И в этот момент произошло какое-то, чудо. Мы часто забываем какие-то обещания, которые даем Богу, но Бог, Он это помнит. И на следующий день, случилось чудо. У меня температуры не было за полгода первый раз. И врачу сказала, так и так, подожди еще не вечер. То есть врачи не верят. Через какое-то время, очень быстро меня выписали, мне все нормально. Я забыла обещание Богу, в центр я не поехала. И через полгода все-таки мне пришлось поехать в центр уже. Приехала, собралась, все, я Богу обещала. Прошла реабилитацию, мне было очень-очень трудно. Я была не в этом центре, в испанском, в Питере. Год реабилитации, я осталась служить. Богу обещала, Все, и еще через год я влюбилась. Любовь была взаимной. Я Бога как-то уже забыла, у меня любимый человек, его я поставила на первое место. Я вообще не представляла свою жизнь без него. Мы не дождались свадьбы, у нас была помолвка, мы ушли. И стали жить вместе. Начали отношения неправильно, с греха. И через какое-то время все начало рушиться, ничего. Непонятно вообще, к чему Бог, Он Бог ревнитель. То есть, когда ты кого-то ставишь или что-то на первое место, то это не состоится. Много замыслов, в сердце человека, но состоится определенное Господом. Мы расстались, и я вернулась обратно. Поняла, что только Бог, Он верный. Я вернулась обратно в центр. И много шла своими силами. И в какой-то момент я пережила эту свободу, которую дает Бог. Свободу от всякой зависимости. От наркотиков, вообще, от алкоголя, от сигарет, от всего. Что когда Сын освободит, тогда истинно свободным будешь. И что-то еще хотела сказать. Сейчас. И поняла, что наше служение, оно заключается в помощи другим,
Мать Тереза, да, мне нравится, она говорит, что величайший грех мира – это не ненависть, это безразличие. Мы как люди, да, мы испытываем разные чувства. Ненависть, любовь, там какие-то обиды – это нормально. Но когда мы равнодушны к тому, кто рядом, то как бы все напрасно. То это вообще просто быть равнодушным к тому, кто рядом с тобой. И вот мы все, да, сейчас мы собраны здесь, да, мы избраны Богом. И Бог, Он когда начал доброе дело в каждом из нас, Он будет доводить до конца. То есть вы сейчас сидите, да, слушайте, если вы уйдете, да, куда-то в мир, то жить так, как вы жили раньше, вы уже не будете. Потому что Бог, Он начал доброе дело, и Он не остановится, и Он будет доводить до конца. Поэтому лучше не уходить, не сопротивляться Ему, и Бог все даст в свое время, для каждого свой план. Ну это все, будьте благословенны.